Приветствую всех на игре «Города-реки». Наверняка многие из вас в детстве играли в эту замечательную игру на бумаге. Мы решили, что придавать забвению такие полезные и интересные занятия никак нельзя. Ведь эта игра имеет массу достоинств. Помимо веселого времяпрепровождения, это еще пополнение словарного запаса и расширение кругозора. Познакомимся с игроками. Игроки, представьтесь. Я Готовцев Марк, студент третьего курса СВФУ ИЕН и учусь по направлению география общая. Я Илья Кашников, я учусь в СВФУ в группе БГ-23. Это у нас биология, география и это педагогическое образование. Отлично. Для начала мы определим, кто из вас будет отвечать первым. Для этого я задам вам простой вопрос. Ваша задача отреагировать на него максимально быстро, правильным ответом. Знаете ответ, смело нажимайте кнопку на тумбе. Итак, вопрос. В Байкал впадают сотни рек, а вытекает всего лишь одна. Какая? Катунь, Лена, Ангара. Илья, вы были первым. Ангара. Это правильный ответ. Вы будете отвечать первым на вопросы. Давайте усложним задачу. Назовите город, страну и реку на букву А. Город, страну, Мгм. город Архангельск, страна Австралия, река Амазонка. Амазонка. Да, круто, молодцы. На Б, может быть, можете. Бразилия, страна, город. Британия. Британия это город? не Это город. страна. Это Страна. Ну, Бразилия будет вернее, Ага. да. А город на Б? Борисовка. Реку на Б. Река Байкал. Австрия. Архангельск. Мгм, И на букву А реку мгм. Амазонка. Город, страну. Город на А, страна на А и Австралия, реку. давайте. Тогда это страна, хорошо. Австралия. Город на А, Город на... Астана. Астана и река. И река на А. Амга. Ну, правильно. А на Б может быть? На Б. Вспомните. Тоже страна. Да, река. да, да. А, Ага. Б. Ну, давайте Боливия страна. Благовещение. И река. Не, сейчас. Байкал, Ну, это... озеро. да. На букву В нужно назвать город, страну и реку. Ну, река это сразу Волга, Ага. получается. Волгоград. Ну, Волгоград и страна такая. Страна Венгрия. Венгрия. Командная работа. Супер. Давайте тогда на Д. Да. Ага, все то же самое. Река Днепр. Днепр. Страна... Что можно сказать? Дания. Дания. Ага. И город Город Донецк. 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 Так, получается, город Белгород, Мгм. страна Белоруссия и какую И реку. реку? Бирюса. Есть река, да? Ну да, потому что Да, вот, река. вот получается я в Красноярске, там есть деревня такая, называется, получается, Покатеево. И получается, там живет моя прабабушка, и я к ней езжу, и там есть бирюса протекает. Какой вы молодец. А может, на В знаете? Давайте на В то же самое. Город, страна, река. Так, получается, можно Владимир использовать опять же? Нет, давайте другой город. На В В. много же. Не обязательно российских, но можно Ага. российских. Вашингтон. Мгм. Допустим, Вашингтон, дальше на В страну, да? Венгрия и река, да? В нашей республике. Тут получается А в нашей республике реку на В. на В, Она довольно крупная. Но это приток. приток, да? Приток Лены. Так, Какая ваша школа? городская классическая гимназия номер 8, 11 класс. Вот. Не посрамите честь. Это вы специально, да? Белюй. Оу. Ну, может, у вас другие варианты есть рек на В? Другие варианты на В. Так, Вылетело из головы, да? Волга.
Игра проводится между командами, которые отвечают на вопросы по 4 блокам: город, регион России, страна и река. В каждом блоке по 6 вопросов, которые задаются по очереди. После зачитывания ведущим вопроса на обдумывание каждого ответа дается 20 секунд. В студии работает таймер. Если игроки сразу знают ответ, они могут не дожидаться окончания работы таймера и ответить на вопрос. За каждый верный ответ засчитывается 1 балл. Если игроки отвечают неверно, право ответа переходит команде соперников. Мы начинаем первый тур, посвященный городам. Илья, вопрос для вас. Этот город в Калининградской области раньше назывался Кранц, что в переводе с немецкого означает «дубовый венок». Как сегодня называется этот город? Зеленогорск. Еще раз. Как? Зеленогорск. Зеленогорск. Правильный ответ – Зеленоградск. Да? Здесь все-таки очень важна формулировка, как бы не обидеть жителей этого города. Илья, мы засчитаем этот ответ за правильный. Марк, по легенде, эти животные спасли Кранца от нашествия грызунов, которые уничтожали продукты и разносили инфекции. Много лет спустя Зеленоградск стали называть городом кого? Время вышло. Ваш ответ? Коты, что ли? Да, Зеленоградск – город кошек. Совершенно верно. Илья, на каком море стоит Зеленоградск? Балтийская. Это правильно. Марк, Зеленоградск – курортный город Калининградской области, который до 1946 года назывался Кранцем. А как еще раньше называлась столица этой области? Кёнигсберг. Это правильный ответ. Илья, кто из знаменитых философов жил в Калининграде? Кант. Иммануил Кант – это правильный ответ. Марк, с какими государствами граничит Калининградская область? Литва, Польша. Это правильный ответ. Литва и Польша. Первый тур завершен. Марк, где вы были, кроме Якутии? Успели ли вы уже посетить другие регионы России? Из других регионов России я посетил Приморский край, Краснодарский край и Республику Крым. Здорово. Что вы там делали? С какой целью побывали в этих регионах? В Краснодарском крае и в Крыму отдыхал, а Приморский край я там сначала учился в ДФУ. И перевелись? Затем перевелся в СУФУ. Илья, а как у вас странствие по большой родине? Были ли в других регионах? А мне их всех перечислить? Ух ты! Так, их несколько, их много, да? Ну, громко сколько сможете. Давайте быстренько. Ну, начнем с востока. Это Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область. Да. Здорово. А Далее по западной Забайкальский части? край, Бурятия, Красноярский край, Новосибирская область, Москва. И можно этот список продолжать, видимо, бесконечно. Илья, Ну нет, с какой целью вы посещали эти регионы? Как вы Ну, там оказывались? Дальний Восток в основном. Вот первый раз вот на Байкал мы ехали на машине отсюда, из Якутска. Потом из Владивостока купили машину, гнали ее сюда, в Якутск тоже. На остальные там, кому в гости, где так погулять. Ну, здорово. Я думаю, что некоторые вопросы могут касаться этих регионов. Посмотрим, что нам покажет следующий тур. А пока что я готов объявить результаты первого тура, посвященного городам. И вы дали правильные ответы. Марк 3 правильных ответа, Илья тоже 3. Это похвально. Мы переходим ко второму туру, который посвящен регионам Российской Федерации. Илья, столица Забайкальского края. Чита. Это правильный ответ. Марк,
К какому федеральному округу Российской Федерации относится Забайкальский край? Сибирский федеральный округ. Это неправильный ответ. Илья. Дальневосточный. Это Дальневосточный федеральный округ, совершенно верно. Илья. В каком году был образован Забайкальский край? В 1948, 1999 или в 2008? В 2008. Это правильный ответ. Марк. Какая из этих рек полностью расположена на территории Забайкальского края? Газимур, Аргунь, Чикой. Аргунь. Илья. Чикой. Правильный ответ – Газимур. Илья. Первое место по числу представителей национальности в этом регионе занимают русские. Кто на второй строчке? Буряты, эвенки или татары? Буряты. Это правильный ответ. Марк. Как еще называется праздник белого месяца в Забайкалье? Не знаю, даже думать не буду. Ответа нет. Илья. Будет ли попытка ответа на этот вопрос? Нет. Правильный ответ – Сагалган. Илья, ну что же, вернемся к этому бесконечному списку, на котором я вас прервал. Забайкальский край входит ли в этот список? Да. Вы там были, да? И Сагалган не успели посетить? Но там был проездом буквально один день. Один день. Даже меньше одного дня. Ага. Марк, как у вас познания в области Дальневосточного федерального округа? Не особо сильно. Не особо сильные пока что. Ну, северо-восток, особенно только в основном Якутии. И, ну, да, северо-восток России в общем. Ну, вот южную часть не особо изучал. Пока что еще не особо. Да, но все впереди. Ну что же, я готов объявить результаты второго тура. Марк, у вас 0 правильных ответов, Илья 4. Мы переходим к третьему туру, который посвящен странам мира. Илья. Замбия, Зимбабве. Где находятся эти страны на букву «З»? Африка. Совершенно верно, это правильный ответ. Марк. Первыми из европейцев на территории Заира, ныне Конго, проникли португальцы. Позже контроль над этим регионом установил бельгийский король. А чьей колонией стали Замбия и Зимбабве? Франции? Это неправильный ответ. Илья. Британской. Да, совершенно верно. Великобритания. Илья. На границе Зимбабве и Замбии находится знаменитая на весь мир достопримечательность, входящая в список природных чудес. Ее ширина достигает около 1,7 километра, а высота составляет примерно 108 метров. О чем идет речь? Водопад Виктория. Это правильный ответ. Марк. На гербе Зимбабве рядом с мотыгой изображено оружие, символизирующее борьбу за справедливость и имеющее самое непосредственное отношение к России. Автомат Что это за Калашникова. М? Автомат Калашникова. Да, совершенно верно. АК-47, автомат Калашникова. Илья. На территории Замбии, в том числе ее столице Лусаке, распространена чрезвычайно опасная муха. Как она называется? Муха ЦЦ. Да, правильно. Марк. Официальный язык в Замбии. Английский? Это правильный ответ. На этом третий тур завершен. Илья, как оцените степень сложности вопросов из третьего тура и в целом нашей игры? Мне показалось, что третий тур был вам очень легок. Ну, не совсем легок, надо подумать. Освежить знания, вспомнить что-то. Ну, как в тесте. Есть вопросы легкие, есть сложные. Но я бы даже сказал, что это школьные знания все. Это школьные знания? Да. Да, совершенно верно. Марк, а как вы оцените степень сложности наших вопросов и почему в последних, вот в третьем туре, во втором были промахи? Ну, даже не знаю.
из-за чего это произошло. Ну, на многие вопросы даже знал ответ, но именно в решающий момент иногда не приходит, когда волнуешься. Ну да. Ответы не приходят в голову, Мгм. когда надо. Были вопросы, которые адресовались Илье, которые вы знали ответ. Да. Ну что же, давайте мы подведем результаты третьего тура. У Марка 2 правильных ответа, у Ильи 4. Мы переходим к последнему, четвертому туру, который посвящен рекам. Илья, вопрос для вас. Зея, Бурея, Сунгари, Уссури – это притоки какой реки? Амура. Это правильный ответ. Марк, в каком субъекте Российской Федерации протекает Зея? Амурская область? Это правильный ответ. Илья, какой город расположен на слиянии двух рек – Амуре и Зеи? Благовещенск. Это правильный ответ. Марк, на берегу Зеи до 2007 года находился космодром, откуда было запущено 5 космических аппаратов. Как он назывался? Ясный, Свободный, Байконур, Капустин-Яр. Свободный? Это правильный ответ. Илья, назовите основную культуру, выращиваемую у берегов Зеи в Амурской области. Кукуруза, соя, пшеница, рис. Рис. Это неправильный ответ. Марк. Соя? Это правильный ответ. Соя. Марк. Столица Амурской области. Марк, время вышло. Ваш ответ? Благовещенск? Это правильный ответ. Благовещенск. На этом четвертый тур завершен. Илья, как вам дался последний завершающий тур? Ну, как я сказал, мы ехали с папой из Владивостока с новой машиной сюда, в Якутск. И я проезжал Зею, проезжал Благовещенск, и Бурею тоже проезжал, и Амур, и Новый Зейский мост в Благовещенске тоже. Так что тут не то, что школьные знания, тут даже и личный опыт еще поспособствовал мне ответить на эти вопросы. Марк, как вам последний тур? Почему так долго тянули с последним ответом? Сомневались в Благовещенске? Ну да, сомневался в нем, а потом решил просто довериться интуиции. Я даже особо не помнил об этом, но потом подумал, что обо мне подумает мой куратор. Куратор, наверное, смотрит передачу. Ну, то точно посмотрит, знает, что я здесь. Но я думаю, что куратору точно не будет стыдно. И правильно сделали, что доверились интуиции. Иногда она действительно не подводит, особенно если знания действительно есть. Ну что же, давайте подводить итоги. В четвертом туре Марк дал 4 правильных ответа, а Илья только 2. Но, тем не менее, это не помешало Илье в целом за всю игру дать 13 правильных ответов, а Марку 9. Таковы итоги нашей игры, и как у вас ощущения после игры, насколько был ценен для вас этот опыт, и какие уроки можно сделать по результатам этой игры. Студентам Института естественных наук. Пожалуйста, Марк. Я понял, что надо подтянуть Африку в особенности. Ну вот колониальную часть вообще не изучал. Вот в этом и проблема была. А что касается южных границ нашей необъятной родины? Говорил уже ранее, что надо бы подтянуться. Илья, какие ваши итоги личные? В целом, викторина, школьные знания. Да и вообще, когда мне предложили приехать сюда, я подумал, это же мой первый раз на телевидении, я же, наверное, что-нибудь не то сделаю, мне страшно. Но не надо бояться пробовать новое. Я вот в первый раз здесь, а надеюсь, и не последний. Очень понравилось. И вопросы такие тоже.
освежил свои знания. Здорово. Спасибо за оптимистичный настрой. Конечно же, приходите еще. Я думаю, что это такое доброе пожелание телезрителям, которые еще никогда не принимали участие в телевизионных шоу, да, попробовать свои силы. Это всегда очень уникально и всегда очень интересно и незабываемо. Ну что же, спасибо вам за игру. Желаю вам удачного завершения обучения в университете и прекрасной карьеры. До свидания. Спасибо. До свидания. Это игра «Города-реки». Игра, где мы узнаем друг о друге и о мире чуточку больше. Хотите сыграть? Тогда мы ждем вас.